Вода из поверхностных водоемов, речь идет о городских прудах Сунжи, Карбулака и Назрани, не соответствует санитарным нормам. Такой вердикт вынесли сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии после исследования водных объектов региона на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об итогах проверки главе Ингушетии доложил руководитель управления Роспотребнадзора Борис Камурзоев. Проверку провели, собственно, по их запросу о состоянии, например, пруда Сунжи, нам рассказали сотрудники мэрии. Каждый раз нам приходит ответ о том, что данные водоемы непригодны для купания, поэтому мы по периметру данного пруда установили таблички «Купание запрещено». Там несколько раз превышены допустимые эти нормы загрязнения. Вот поэтому мы устанавливаем такие таблички, предупреждаем население о том, что в данных водоемах запрещено купание. Микробиологическое исследование водоемов обнаружило превышение показателей общих коллиформных бактерий, коллифагов, личинок, гельминтов. Это первое. Во-вторых, уровень воды городского пруда заметно снизился, то есть водоем начал иссыхать. На вопрос «почему?» ответ находится сразу, учитывая, что пруд подпитывается из реки Сунжа, а вследствие паводка в прошлом году, подмыва и разрушения дамбы, на которой находится регулирующий шлюз, открыть его не представляется возможным. Что касается обнаруженных бактерий, всему виной состояние реки Сунжа. Как известно, река Сунжа, она загрязнена, и вот тут также эта вода приходит грязной. Сам пруд, никакие сбросы здесь не производятся. Мы и постоянно ведем мониторинг, наблюдаем, смотрим, чтобы никаких сбросов канализационных там или иных отходов не производилось. В связи с этим у нас было даже предложение, чтобы этот канал переключить на канал, подпитку данного пруда переключить на канал Асса Сунжа. Но этот вопрос тоже в подвешенном состоянии сейчас находится. Река Сунжа – самый крупный водный объект республики, общей протяженностью 278 километров. 66 из них она протекает по территории Ингушетии, объект федерального значения, так как протекает по нескольким субъектам Северного Кавказа и находится под пристальным вниманием Росприроднадзора. Реку Сунжа мы проверяем. Мы проверяем реку Сунжа на факт загрязнения с очистными сооружениями города Магаз, города Назрань, города Карбулак, очистные сооружения войсковой части, дислоцирующиеся в Троицкой, тоже ведутся сброс, и города Сунжи по Менделееву, очистные сооружения и сброс коллектора по Висаитову. При проверке данный сброс превышает предельно допустимую концентрацию загрязнений водного объекта. Мы сейчас готовим материалы на главу, справку готовим по выявленным этим нарушениям и какие меры надо предпринять, имеется в виду, предлагаем, что надо сделать, какие меры с нашей стороны, с Росприроднадзора, наиболее было бы такое качественно и для решения этих вопросов. Со слов специалиста, мониторинг состояния водоемов регионального значения не в их компетенции. Они подконтрольны Минприроды региона. Имеются в виду реки Назрань, Кааса, городские пруды Сунжи, Карбулака, Назрани и другие водные объекты. Специалисты Минприроды рассказали, какие меры были предприняты по экологической реабилитации Карабулакского городского пруда. По линии Минприроды в рамках нацпроекта «Экология» здесь было проведено мероприятие по экологической реабилитации и восстановлению данного водного объекта. В 2020 году мы закончили его полностью в соответствии с проектной документацией. Площадь зеркала здесь 13 гектар. И основной вид работ был изъятие донных отложений, наносов и вывоз его на полигон ТБО. Это основная цель очистки пруда была. Также помимо этого были укреплены берега синтетической георешеткой. В принципе, по графику работ мы все успели и в срок закрыли проект. Из федерального бюджета на восстановление Карабулакского пруда был выделен 101 миллион рублей. В ходе расчистки водоема подняты 140 тысяч кубометров донных отложений. Также работы провели и по Сунжинскому пруду в 2017 году, только уже в рамках госпрограммы развития водохозяйственного комплекса России. Единственная была проблема во время реализации этого мероприятия. Мы хотели еще за счет инвестиционных средств построить сбросной канал для циркуляции воды. Но тогда нам его не согласовали, потому что
не было получено согласование от администрации по ряду причин. В основном там, как нам объясняли, были какие-то проблемы с межеванием участков. И в границах жилых строек должен был проходить этот канал. Так почему при реализации всех вышеуказанных мероприятий при всех стараниях Минприроды вода по Санпину не прошла и ее качество не укладывается в критерии? В первую очередь, наверное, да, нам нужно заняться самой рекой, подпитывающей эти пруды. Потому что на самом пруду вот в Карабулаке здесь поблизости нет никаких загрязняющих источников. Если загрязнена, основное, конечно, мероприятие – это остановить источники загрязнения. Единственный момент хочу уточнить, что река Сунжа, которая подпитывает эти пруды, она относится к федеральному государственному надзору, и у нас нет полномочий принимать какие-то меры административного характера в отношении нарушителей. Купающихся здесь мы не увидели. Установлена запрещающая табличка. А вот можно ли есть пойманную тут рыбу? Местные рыбаки и слышать не хотят ничего о том, что вода в Карабулакском пруду не соответствует санитарным нормам. Гуджи. Одноцветные жабы. У нас больной было, с берега было, еще было. Рыбы портятся с головы или оли. يقرحوا جابا شتوه جرت سيرت في تحوتسن داخلنا ويعطش جوزلا شمليس هل ده حاجة جوز بيوز موبا دقة موبا من يشار أوس حبوك يشار بوبوس باوس نخ لبرتو شق دقة إزدي شيء بيزن بولي لبوي سكن عن إكل جيار لبوي سكع توار وكذا وار شار ده بوبوت شار ده بن شيء أنا لسحماكي شو بقص. По всем вышеописанным причинам купаться нельзя и в пруду Назрани. Роспотребнадзор договорде цархайню хадам договорда кяхта заключение я сделал тиждер хочу нах лучше счастья. Назрановский пруд подпитывается из Алханчурского канала, который предназначен для оросительных целей. И как рассказал представитель Минприроды, забор воды в этот канал производится из реки Терек в Северной Осетии. С его слов, в период дождей вода там не лучшего качества, что отражается и на состоянии пруда. Взаимодействуете, может, с коллегами из Северной Осетии, выясняете причины, вот почему Да, не загрязнена. Да, конечно, работаем. Последнее, честно говоря, мы не по Алханчурскому каналу с ними работали, а по реке Камбелеев, которая протекает у нас в двух поселениях, Кантышево и Далаково. Там тоже мы решили привлечь научно-техническую организацию, которая будет выявлять загрязнение, источники загрязнения этой реки, и в соответствии с ними уже будут приняты мероприятия, предложения по предотвращению загрязнения этих рек. К слову, мероприятия по экологической реабилитации проводили и здесь. Мы в части расчистки самого пруда, лона пруда, тоже провели здесь мероприятие. Оно длилось 2 года. Срок реализации был 19-20 годы. Тут площадь зеркала более 20 гектар. И, соответственно, объем выемки донных отложений тоже был больше, чем на Карабулакском пруду. Там более 200 тысяч кубических метров. И так же, как на Карабулакском пруду, были проведены мероприятия по укреплению откосов и посадке кустарниковых деревьев. Причина и последствия возникновения экологической проблемы ясны. Остается открытым только вопрос ее решения. Адам Мережков, Султан Магушков, Новости 24.